Федоров, Түркімнің гитаристі Денис Сергеевич Казьмин, правильно сказал? Вокалисті Ильяс Маратұлы Мингазов һәм әлеге Түркімнің баянчысы бірінші рәттә утыра Рузель Фердинандовна Заядинов. У нас сегодня двуязычная пресс-конференция, поэтому коротко о планах на 2022 год. Расскажите, пожалуйста, нам, Роман, что вы планируете, какие новые каверы, возможно, сольные концерты. То есть вот коротко о ваших планах. Микрофон, пожалуйста, включите. Планы, на самом деле, очень большие и разные. Если говорить о каких-то, ну так скажем, стратегических шагах, то мы в этом году приступили к созданию первого авторского альбома, где мы уже будем делиться именно своими песнями, своим творчеством. То есть мы уже совершили данный шаг, и работа уже запущена. В этом году мы обязательно покажем студийные версии именно в рамках сценических клипов. Такие песни, как «Чулпан» Шакирова, «Елама». Это мы уже все снимали, работа сейчас в монтаже. Обязательно покажем, что мы сделали, потому что работу провели очень большую. В этом году планируем начать подготовку, если нам представится такая возможность. Мы бы хотели представлять Татарстан на Евровидении. Планы амбициозные, большие. Как все будет, не знаю, но хотелось бы попробовать шагнуть в ту сторону, конечно же, при поддержке Минкульта и людей, которые были бы заинтересованы в том, чтобы мы представляли татарский народ на вот такую большую аудиторию, где каждый бы гордился тем, кто мы и откуда. Если в целом, то, наверное, как-то так. Плюс-минус, конечно же, мы будем продолжать и продолжаем движение в сторону создания авторских кавер-версий на все, что осталось там в сердцах, скажем, жителей нашего народа. Это песни Шакирова, Авзаловой, Фархи, Рахимкулова и так далее. То есть вот мы, грубо говоря, планы большие, двигаемся по всем фронтам, поэтому думаю, у нас все получится. Ну и, конечно же, в этом году мы обязательно... У нас состоится, точнее, первый такой большой сольный концерт, где мы бы хотели бы пригласить всех желающих и поделиться с тем, что мы делаем, как мы видим трактовку новую, современную, музыкальную, старых песен. Тем самым, опять же, момент такой непростой, на мой взгляд. Мы хотели бы больше привлекать молодежь, чтобы они видели, ценили, что осталось в песнях наших бабушек, дедушек, да, но именно на современный лад, на современный манер, потому что, скажем, та аудитория, которая есть в Инстаграм у нас, она очень ярко это показывает, что это вызывает большой живой отклик и интерес именно молодежи, то есть как звучат старые песни на современный музыкальный лад. Это если коротко. Роман, скажите, пожалуйста, вы сказали об авторском альбоме, сколько каверов вы планируете там показать? То есть, и вот вы назвали 4: Ильхама Шакирова, Альфию Авзалову. Их работы, получается, тоже туда войдут? Да, мы бы очень хотели. То есть, в целом задача какая, если мы говорим о каком-то альбоме, то есть, где мы бы хотели показать, скажем так, нашим слушателям и тем, кто будет с этим материалом как-то работать, приходить на концерты, показать, то есть как может звучать старая татарская народная музыка в современных аранжировках. То есть туда войдут все те песни, все те хиты, которые, скажем так, являются достоянием и оплода нас как нации. То есть это те, кто остался в истории. Там тоже Хайдар Бегичев. Сколько это примерно работы? Сколько работ? Я думаю, было бы неплохо, если бы у нас было, наверное, песен 15. То есть, такая большая работа. Спасибо большое, Юрий. Об особенностях группы и вообще, как производится подбор музыкального материала, то есть на что вы делаете упор. И в 2022 году все-таки вот какие песни это будут? Прежде всего, хочется сказать, что в чем особенность проекта? Конечно же, ключевой – это живой звук. То есть возрождение традиции исполнения живого звучания. Но наш проект отличается тем, что мы все-таки создаем некий комплексный подход, скажем, делается определенный уклон в электронную музыку, потому что на сегодняшний день, как мы с вами понимаем, молодежь очень продвинулась в плане стилистики, и все слушают западную музыку. Поэтому была такая некая идея просто возродить те песни, которые в сердцах людей остались,
и очень аккуратно, оставляя основные какие-то ключевые моменты, добавить некое новое электронное звучание, но чтобы все это базировалось на базе живого звука. То есть, естественно, поэтому, когда выбор музыкантов стоял, то есть, прежде всего, это, естественно, вокал, баян, традиционный инструмент, да, для татарской музыки, ну и гитара ударная. У нас такой минималистичный подход, мы отказались от участия клавишных инструментов и сделали уклон в пользу электронных плейбеков, так как это дает возможность более широко подавать себя в плане звучания, то есть уже используются какие-то более современные технологии. Вот. И, собственно говоря, поэтому проект звучит достаточно целостно в плане звука. Что касается репертуара, мы всегда с ребятами вместе все это обсуждаем. И, конечно же, делается акцент и на ретро-песнях, и на современных песнях тоже. Плюс, как уже Роман сказал, у нас есть большое желание сделать авторский материал, и он уже в процессе, так что, думаю, скоро мы порадуем вас новым озвучанием авторским. У вас исключительно мужской состав. Это прям вот, ну, когда Ну, это группа была- создавалась, прям Да, такая да, ставилась. была такая идея, да. То есть девушек у вас в группе не будет. Нет. Не плачь. Разве что только бэк-вокал дополнительный на живых концертах в качестве, так сказать, украшения. Но основной состав, да, это парни. Это немножко другая энергия. И просто как-то так сложилось. Но учитывая, что у нас в зале чисто такая более женская аудитория, это на самом деле хороший расчет. Ильяс, сөзіне сиңа тапшырам. Бүгінгі күнде біріншіден біз yo'qtashlар. Әлбәттә, концертлар куярга планлаштырасызмы? Һәм бүгінгі күнде ничә каверыгыз бар? Гомумән, менә әлеге турыда да кыскача гына сөйләп китсәң иде. Хәерле көннәр, исәнмесез? Безнең репертуарда бүгенге көндә 70-тән артык кавер бар. Әлбәттә, концертны куябыз микән әйтә алмыйм, чөнки теге алдан әйтсәм, теге бик яхшы та булмаса, булай теләк бар. Теләк бар, без инде 2 ел рәттән сольный концертлар куябыз. Һәм миңа калса бу елында, русча әйткәндә, проблематично булмас. Былтыр сез Китап радиосы белән берлектә коллаборация төзеп, Казан тамашачысы өчен Мин матурлык эзләп йөрим җирдән дигән проект аша хәйран гына танылдыгыз. Андый яңадан шуның кебек проектлар булдырырга уйлыйсызмы әлеге яңа елда? Миңа калса, әйе, бик кызыклы проект булды ул, дөресен әйткәндә, Уфага баруы да әйе, теләк бар. Нәрсә кызыклы булды? Ну, Казан Уфа автойөреше ул җан исәп вакытында башланып китте һәм шундый бик зур кыенлыклар белән барып җиттегез. Сез анда без бик теге игътибар белән дөресен әйткәндә, мин шаккатты безне шулай каршы алганнарына гомумән көтмәдем андый берне. Башкорт халкы өчен прям неожиданно булды. Әмма дә шуңа карамастан без концертларны куйдык. Күп авылларда, районнарда, һәм халыклар җыелды. Халык җыелды һәм бик яхшы кайф белән безне халык каршы алды. Димәк, андагы публика, чыннан да андагы татарлар сезне яңадан көтеп калалар дип өметләнеп калыйк инде бездә бу очракта. Тагын яңадан нинди шәһәрләрдә гомумән чыгышлар ясарга планлаштырасыз, бәлки? Ну, менә планнардан аларак. Бу нигездә Татарстанмы, я булмаса инде сез Россия киңлекләренә дә чыгарга уйлыйсызмы? Аны алдан әйтергә бик яратмыйм мин, әмма дә ләкин планнарында Крым, Турция, Мәскәү, бәлки Питер булыр, бәлки Астрахань булыр, анда да күп татарлар бар. Күз күрер, теге алдан ук әйтә алмыйм. Но планнар бар. Рахмет. Денис, давайте передадим уже слово вам. В каких регионах вы до этого выступали? И, на ваш взгляд, вот чем отличается публика у нас в Татарстане и вот проживающие непосредственно там на местах татары?
Есть ли вот какой-то, ну, возможно, фидбэк, обратная связь, Мгм. особые какие-то вот Ну отличительные вот, как черты? уже сказал Ильяс, мы выступали и в Москве, Турции. Я же правильно понял, да, тебя? Вот. И на самом деле аудитория очень разнообразная. То есть, если мы вспомним Татарстане, мы ездили уже очень много городов в Татарстане. И ну, для людей, живущих в Татарстане, это обычно ну, не в новинку. Ну, слышать татарские песни, в принципе, ничего сложного. Включить радио, послушать. А вот, например, если мы едем в какой-то более далекий город, Москва, где живет не так много татар, и для них уже услышать татарскую музыку, это уже такая редкая достаточно история. И когда приезжает живая группа, играют их любимые песни, которые они слышали в детстве, конечно, они реагируют очень тепло и подпевают, помнят эти песни. Бывает такое, что мы ездим в какие-то уже более маленькие города, наверное, даже деревни, где тоже концерты, это тоже редкость. Не так часто туда приезжают артисты, и нас встречают также очень тепло, очень так дружелюбно. И Извините, я вас перебила, но Мгм. есть какой-то вот топ-5 песен, которые вот реально просят постоянно, всегда на всех да, концертах? конечно, всегда Уфтанма, это всегда. Потому что её всегда все поют, ее все знают, даже если есть русскоязычные на каком-то празднике, мероприятии, на концерте, он Все Он подпевают. знает слова. Да, Альдрамеш — это визитная карточка нашей группы, я считаю. Эта песня взорвала просто интернет на телеканале «Майдан». Мы получили огромное количество фидбэков. Собственно, поэтому она является визитной карточкой. Наверное, из медленных композиций, как «Зингер Туман», очень популярная песня, тоже все ее знают, поют, подпевают. Ну, может быть, что-то из более современного, таких песен, как «Красивый, хороший», наверное. Ильяс айда Ай. ушел. Тағын икі жар. Яраткана бүтін туйларда просто хит ул. Бүтін кеше белә, бүтін кеше җырлый. Прям ул җырдан башка бер ни тойда безнең. Также мы недавно, опять же, по фидбэкам, которые мы получали, очень большое количество у нас есть аудитория, с которой мы общаемся, или после концертов мы остаемся, чтобы пообщаться с нашими, скажем, Гостями. гостями, да. И они очень часто просят нас такую песню, как «Щеллер». И мы очень много получали в последнее время этих фидбэков. Все-таки решили ее сделать. И буквально вот на прошлой неделе у нас была репетиция. Мы собрались с составом вместе с Юрием Владимировичем и сделали эту песню в шикарнейшей аранжировке. Я считаю, это просто тоже... В любом случае, эта песня должна войти в наш альбом. И в скором времени будем выступать с этой песней, и вы сможете ее услышать. Спасибо большое. Рузель, сиңа да сүзне тапшырыйк. Гадәттә репетицияларда күп кызыклы хәлләр була. Гомумән ничегрәк узау сезнең нинди атмосферада һәм кызык-мызыклары турында да сөйләп китсәң иде. Хәйр көннәр исәнмесез. Репетициягә килгәндә без үзебезнең графигыбыз буенча җыелабыз. Атна сайын җыелабыз, Аллага шөкер. Ну, көн сайын булмый. Атнага 2 тапкырдан җыелырга тырышабыз. Безнең репетиция үтә 5 сәгатьтә була, 6 сәгатьтә була. Без менә шулай Ильяс әйтеп киткәнчә инде 60тан артык җыр ясадык. Җырны ничек сайлаганда репетициягә килгәч, менә үзебезнең саунд продюсер Юрий Федоровлар белән бөтенбез бергә инде тыңлыйбыз җырны. И шуннан соң инде уйлый башлыйбыз, нигәрәк стильдә шул җырны эшләргә. Киңәшләшеп, менә шулай ничек теге туганлашып бетеп инде җырларны туплыйбыз, репертуарын туплыйбыз. Кызык историяларны хәзер искә төшерә алмыйм. Ну, безнең репетициялар гомумән кызык үтә, анда теге безнең җыелдык тагын җыр өстендә генә эшләге түгел, безнең үзебезчә шуны тәнәфесләр дә була. Җыр өстендә эшләгәннән соң бергәләп чәйләр эчәбез. Ничек дип әйтим, көлешеп, сөйләшеп утырган чаклар да була. Сезгә язучы кызлар күптер концертлардан соң. Егетләр Ну, төркеме буларак. Юк дип әйтмәсәм, була, Аллага шөкер. Рәхмәт, хөрмәтле коллегалар, сезнең сорауларга күчик. Рәхим итеп. Всем привет. У меня такой вопрос.
Вы говорите, что у вас Лилия, будет представьте, пожалуйста. продюсер радиокитап Лили. Можно просто Лиля? У меня такой вопрос. У вас будет авторский материал, правильно? И я хочу узнать, в каком стиле он будет. Да, ну, кому удобно. Ну, Юрий, давайте вы. В каком стиле он будет, это большой секрет Лилии Алигизовна. Вот пока что. Но песня будет современная, с элементами татарского колорита, конечно же. Вот. На самом деле мы готовим несколько треков, и они будут разностилевые. Поэтому я думаю, что в свое время вы все сами узнаете. Поэтому мы как... Роман Степанович учит не разглашать заранее тайны музыкальные, поэтому я как надежный партнер, я веду курс поставленной партии. Спасибо. И вопрос Ильясқа. Біз міне Уфаға барып қайттық. Шулай бит, андан соң сіз отдельный концерт белән бардыгыз. Концерт белән түгел, сіз чыгыш ясадыгыз Уфада, концертта. Татар җырында. Безнең белән бергә барган һәм андагы чыгыш ясау бер-берсеннән ничек аерылалар иде, и сезне Уфада ничек каршы алдылар? Һәм ничек озатып калдылар? Дөресен әйткәндә, Татарстан белән башкортны карасаң, башкортлар башта әйбәтләп тыңлыйлар һәм җыр беткәч генә алкышлыйлар. Без башкардык җыр, Елама ярсыма, Элдермешкә кайтам әле һәм Илһам Абышакиров репертуарына яшыл панҗыра. Шул кадәр җылы каршы алдылар. Мин дөресен әйткән шалкаттым. Кайберәүләр басып кул чаптылар, анда браво дип кычкырдылар. Без бит инде бергә бардык Китап ФМ белән. Анда шундый ук халык булган булса, менә татар җырындагы кеше калемия калса, шулай ук каршы алырлар безне. Автор ярыш вакытында мәсәлән Тукай һәйкәле янына килгән һәм концертта бергә чашкан андый менә тиге. Анда да монда да булган тамашачы булмадымы? Егетләр кызлар арасында. Килеп менә без сезне тегендә дә күрдек, хәзер монда да без сезне сәмләргә бик шатбыз диючеләр. Алай әйтеп килүчеләр юк иде. Булмаган. Ярый. Бәлки булыр. Алга Алай таба. булса, уже таный башларлар әкренләп. Татаринформ. Хәерле көн, Татаринформ, Гриза Ибраһимова. Монда язылганча, сезнең тур көтелә Россиянең субъектлары буенча кайларга барырга җыенасыз һәм Мәскәүдәге Сабантуйга әзерләнәсез дип аңлыйм. Һәм әзерлек ничек бара? Сабанды кая ишнәдем? Мәскәүдәге Сабантуйда 2022 елда диелгән. Әйе. Әйткәнемчә, бу елны ала бирсә, бик күп шәһәрләргә адым басарбыз. Крым, Питер, Астрахань. Бу теге точно дип түгел, менә без барачакбыз дип. Ну, планнар бар. Мәскәүдә Сабантуй теләк бар, теләк булгач бит инде аны теләкне ничек әйтим, надо осуществлять. Һәм я калса чыгыш ясап булыр. Сорауга җавап бирдем дип. Тагын сорау бар. Тагын сорау бар. Сезнең Инстаграмда күргән идем, сез үзегезнең стильне түгел инде, киемнәрне үзгәрткәнсез дип әйтергә кирәк, әйеме? Бу ул бит инде группаның яңа чыгыш ясаганда һәр шулай буласы дип аңлыйм, әйеме? Бу чәчәкле костюмнар. Нишләп шундый форматны сайладыгыз? Һәм гомумән татар халкы әзерме андый егетләрне кабул итәргә? Дөресен әйткәндә, ул костюмнар белән бик кызык нәрсә. Без беренче костюмнарны тиктергәч, классика, без киябез следки. Следки это как, ну, носки, ул бәләкәй генә бит инде. Һәм кайбер банкетларда безгә әйттеләр, давайте мы вам там носки купим, да, то есть, ну, как бы кешегә бит инде күрсәтә алмыйсың, менә минем носки бар дип. Все, потом без икенче костюмнарны тиктердек, шундый сорау булды инде кешеләрдә. Дүртенче костюмнарга килгәч, ул теге чәчәкле, аны әйтергә кирәк, это, как мне сказали, как я уже сам прочитал в интернете, это последний писк моды Питера, мәсәлән. Татарстанда андай берне бик аңлап бетермиләр күбесе. Мәскәүдә аңлыйлар аны ни өчендер, аны Турциядә аңлыйлар аны, Татарстан аңламый өчен. Менә аңлатып булмый аны ни өчен шулай икән. Ну, шуңа карамастан теге без моңсуламыйбыз.
алга таба барабыз. Әле безнең тагында күп костюмнар булачак һәм кеше сүзен тыңлап кына миңа калса просто беләсезме, шундый ситуация була. Обижайтесь килми инде. Авыл кешеләре дип әйтсәм дөрес булмас, чөнки үзем авылдан. Менталитет әйтмим, ягыннан мин әле әйтмим. кабул итеп бетерә алмыйлар ягъни татарлар. Яшен батырын түгел, әле Татарстанга кирип бетмәгән әле ул. Менә Әйе. әле кеше халык ул стильне аңлап бетерми. Тора бара, миңа калса. Әмма менә, ләкин сез әлбәттә. беренчеләрдән. Һәм инде сез беренчеләрдән һәм бу Ул бит инде вакытында, мәсәлән, Радик Юлиакшинны карасаң, тоже күп кеше аның киемен, аның җырларын аңламый бит инде менә. Ну, вакытында аңламады бит. Безнең дә миңа калса шундый ситуация. Рәхмәт тагын. Ә менә шушы дип әйтик, чәчәкле костюмнар артында сез бит инде шундый иратлар төркеме дип әйтегәйме, ул иратлылык югалмыймы? Юк, иратлык нәрсәгә юлларга тиеш ул. Без егетләр теге кайбер видеоларның комментарийларын куйган бар, типа Миха теге лишний еврей әскелми. Ну, типа, как будто без теге егетләр ягыннан инде күбрәк. Вот. Юк, андай бер юк, без нормальныйлар. Бу сәхнә образы гына. Әйе, бу просто сәхнә образы. Без Вот еще вопрос Татаринформ, пожалуйста. Халил Шамиль, Татаринформ. Вот в начале нашей пресс-конференции вы сказали о том, что вы используете старые песни и как бы на новый лад их преподносите публике. А вы не пробовали, наоборот, современные песни перевести на старый лад, чтобы и поколение там 50 плюс и 60 плюс слышало современное, так сказать, звучание, но как бы вот на старый лад. Это одно. Вот, и вот судя по клипу, это ваш весь состав там, да? Да, я к чему веду? Я продолжение просто. Иногда спрашивают, задают вопрос, скажите, какие вы знаете татарские национальные инструменты? Некоторые говорят синтезатор. Вот я вот не вижу там синтезатора. И бас-гитары. Национальный инструмент, он прям на картинке. И главное, бас-гитары нет. Вот, ну, бас-гитара же такое мясо всегда в коллективе. Чтобы мощь такая вот. Я повторюсь, вначале уже на самом деле был сделан акцент на это. Бас-гитара, клавишные, мы отказались от использования этих инструментов, мы ушли в сторону полуэлектронного звучания. Почему? Потому что очень большой уклон делается на танцевальный звук, на современный танцевальный звук. Вот. Если у нас какие-то номера используются, скажем, мы делали, когда студийную версию песни «Чулпан», мы пригласили бас-гитариста, естественно, записали живой бас. Вот это как раз к вашему вопросу о том, что мы сделали такое ретро-звучание немножко. Вот. И трек презентовали на Татарджера, по-моему, да, в Уфе. Вот, в общем, а в основном сейчас все-таки делается уклон на электронное звучание. И есть еще одна причина. Если вы помните, в свое время даже Виктор Цой использовал электронные барабаны в те еще времена. Почему? И даже частично бас прописаны. Потому что, к сожалению, многие площадки на сегодняшний день не способны закрывать по техническому райдеру достаточное количество, во-первых, звука, да, и отстроить звук так, как он должен быть, это очень сложно. Поэтому было принято решение сделать акцент на электронное звучание. Безусловно, сейчас и, во-первых, уровень сэмплов очень высокий. И некоторые песни мы приглашаем в студийные работе живых музыкантов, точно так же, то есть бас-гитары, какие-то дополнительные этнические инструменты. Все это прописывается и подается. Собственно говоря, даже легендарные рок-группы, такие как Pink Floyd, да, они уже тогда использовали заранее заготовленные плейбеки. Ну, я думаю, вы прекрасно об этом сами знаете. Вот поэтому технология, она не нова, ей уже очень много лет. Просто мы ее взяли за основу, учитывая особенности наших вот акустических помещений и так далее. Ну вот как-то так. Спасибо большое, журнал «Сахна». Хәерле көн, журнал «Сәхнә», Зөлфия Гыйльметдинова. Менә шуны әйтегез әле, хәзер кем җавап бирсә дә була. Соңгы арада менә бу авторлык хокукларына бәйле ызгыш, талаш, бәхәсләр артып китте.
Менә сезнең төркем мисалына килгәндә, ул бит инде сез уйлап чыгарган мотив көй түгел. Менә бу вазгыять белән хәл ничегрәк сезнең? Бу ситуациядә ничек чыгасыз һәм гомумән авторлык хокуклары белән бәйле мәсьәлә сездә ничек каралган? Һәм инде мондый бәхәсләр әле булмадымы? Миңа калса бу сорауга безнең продюсер Роман Степанович җавап бирер. Вопрос неоднозначный, на самом деле, на сегодняшний день. Все, что касается авторских прав, вот мы столкнулись с направлениями, скажем так, двух разных реакций. Первое – это когда автор-исполнитель слов, музыки, мелодии видит работу, говорит: ребята, вы огонь, просто делайте, потому что видно, как вы относитесь к тому, что мы создали. И если это слово, грубо говоря, произведение несется дальше уже в культуру, в массы, там, в молодежь, они просто рады тому, что это происходит. Есть немножко другая сторона всего этого, когда авторы тех же слов, музыки и мелодий говорят: ребята, а что, почему нет каких-то отчислений? Вот на сегодняшний день у нас это стоит первоочередной задачей, когда мы работаем именно в этом направлении, но опять же здесь мы сталкиваемся с очень разными реакциями. То есть, если говорить в целом, то изначально наш проект называется «Кавер-группа». Если каждый из нас сейчас зайдет в Википедию, это формулировка морфологического значения сочетания этих слов транслируется как перепевка, переделка, переаранжировка любого музыкального материала, который касается данный коллектив. То есть мы не претендуем на авторство в сочинительстве тех мелодий, тех песен, тех стихов, которые были созданы, действительно талантливыми людьми, но мы можем здесь, скажем, говорить о том, что мы являемся авторами в трактовке данного музыкального произведения. Здесь все-таки больше вопрос такой юридический. Поэтому вот если в целом, то это вот такой вопрос пока для нас неоднозначный, и, насколько я понимаю, в целом татарская музыкальная культура вот сейчас как раз-таки переживает тот период, когда очень многое узаконивается, очень много возникает каких-то спорных, скажем так, диалогов между исполнителями, которые претендуют на ту или иную песню. Поэтому я думаю, что в целом, по большому счету, не побоюсь этих слов, татарская музыкальная культура, но она, скажем так, в зародыше относительно каких-то вот таких вопросов. Поэтому все идет, мы двигаемся. Я думаю, мы будем находить решения, которые будут соответствовать ожиданиям и тех, кто сочинил, и нас просто, людей, которых, хотят поделиться видением того, что было создано. Смотрите, как можно. То есть вот, здесь больше, наверное, как-то души, то есть мы туда. Я добавлю, что 6 лет работал в московском проекте «Неоклассик». Это как раз сочетание классической музыки и каверов на известные хиты. Дмитрий Янковский попал в свое время на «Голос», в команду Градского. И его кавер, который я делал на «Белые розы» песня, «Флоринджел», он стал вообще хитом. Суть в чем? Этот проект постоянно просто на крупных площадках, все, что касается там больших мероприятий, идут обычные отчисления авторам песен. Некоторые авторы, как Игорь Матвиенко, например, лично, это происходило на моих глазах, выдал лицензию. Ему настолько вся эта идея понравилась, потому что когда был проект «Главная сцена», он сам сидел в жюри. Просто на сегодняшний день в России эта культура больше развита по одной простой причине. Вообще, сама по себе история с кавером — это продление жизни песни всегда. Это на самом деле еще больше популяризация. Например, вы знаете, что песня Уитни Хьюстона «I Will Always Love You» — это кавер на какой-то был песня, в общем, старый древний кавер. После этой версии эта песня стала настоящим мировым хитом. То есть вообще, в принципе, в Европе, в Америке культура кавер-музыки, она очень широка. И многие исполнители, почему, опять же, мы можем с вами наблюдать сейчас в Москве ситуацию. Леонид Агутин уже не первый год запускает свой проект «Каверни Агутина». По какой причине? Потому что поднимается вновь и вновь в пласт его песен, и все это очень хорошо расходится в народ. Поэтому, собственно, мы пытаемся, наверное, что-то здесь подобное запустить. Плюс-минус, будем стараться. Менә кайбер вакытна төнге клубларга барасың бит инде, әйме? Үзебезчә иттереп рәхәтләнеп татарча җырларны, анда кавер төркемнәр күп бит инде. Алар күбесенчә урыслар. Сезне менә шундый төнге клубларга чакыру тәкъдиме булмадымы? Без хәзер дуслаштык Мансур дигән егет белән. Ул Татар форумның директоры.
татар форум анда бөтенләй татар җырлары дип әйтсәм ялгыш булыр, ләкин без елга 2-3 тапкыр шунда чыгыш ясыйбыз. Шулай ук безнең баш дигән клубта чыгыш ясаган бар. Тагын кая безнең чыгыш ясаган бар. Да кызганыч Ильяс төнге клубларга йөри торган кешеләр түгел. Мед Әле Илья генә йөри, мед Илья. дигән клубта тагын чыгыш ясаган бар. Болай чакыралар. То есть ул бит инде русча әйткәндә выгодно. То есть бер генә артистны чакырмыйлар, мәсәлән, чакырдылар ди Әнвәр Нургалиевны, ул үзенең репертуардан булган җырларны җырлады. Ә безнең бит, мәсәлән, без килдек, бер 9-10 җыр җырладык, 9-10 җыр төрле артистлардан. Ул концерт була. Ә монда менә теге сорау күбрәк булыр иде дип уйлыйм. Татарчада, русчада җырлыйсыз бит инде сез шул ук биетә торган җырларны да дип. Безнең Bizim белән халык без дискотекада төнге клубларда чыгыш ясаганда халык без чыгыш ясаганда халык биеми гомумән безнең белән бергә җырлап басып торалар. Ягъни сезнең җырларны бию өчен түгел, ә ничектер барыбер теге башка концерт форматында кабул ителәр һәм белеп сезгә кушылып җырлыйлар. Ну, бу концертка түгел, без бит инде күбрәк туйларда чыгыш ясыйбыз. Туйларда без дискотека вакытында чыгыш ясыйбыз. Беренче җыр уйный башлауга, бөтенесе чыга танцполга һәм рәхәтләнеп бии башлый. А инде интерактив ясаганда, то есть когда все поют вместе с нами, бөтен кеше җырлый. Потому что безнең репертуарда шундый җырлар менә бөтен халык белә торган. Рәхмәт, тагын сорау Шәһри Казан. Шәһри Казан, Эльвира Шакирова. Банкетларга кирип киткәч инде шундый сорау, беренче сорау, ничә сум акча аласыз? Мәсәлән, менә мин сезне чакырырга телим дип үземә. Миңа калса, шулай бу сорауга безнең продюсер Роман Степанович җавап бирер. Это политический вопрос. Да, это коммерческая тайна. Могу здесь... Примерно хотя бы скажите от и до. Артисты обычно говорят, мы когда вот ценники Ну, вот пишем смотрите, обычно. я понял. Мы можем здесь в Казани приехать там за 50 тысяч рублей, в Москву мы поедем от 120. Это очень большой разбег. Если мы поедем там в какую-то Турцию, это будет другой ценник. Здесь очень много технических условий, потому что, скажем так, привести одного певца – это одна история, а для кавер-групп, вот, например, ну, если сейчас чуть больше раскрывать этот вопрос, общаясь с клиентами, которые тебе звонят, говорят: здрасте, хотим на свадьбу, на корпоратив, либо день рождения, сколько стоите? Ты говоришь, стоит вот столько-то, но сюда плюс транспортные расходы, и, например, если мы здесь можем себе позволить просто приехать и выступить, то, например, организовывая выступление в Башкирии, в Уфу, там только на транспортные расходы у тебя уходит 35-40 тысяч. Это только дорога, потому что надо посадить 6 человек в автобус, потому что надо взять с собой все оборудование. И есть еще такое понятие, как технический райдер. Технический райдер – это оснастка всего. То есть, вот, грубо говоря, мы вот здесь с вами сидим, но технический райдер для нас – это все, что здесь, через что мы транслируем что-то. Да? Это там микрофон, усилители, колонки и так далее. Это опять отдельная позиция. И здесь нюансов их сразу много, потому что, ну, вот группа, скажем так, она в этом ее суть. Что для того, чтобы пощупать настоящий звук, энергию человека через руки, через баян, через гитару, через голос, нужны проводники, а это оборудование, оно везде разное. Опять же, если мы приезжаем на какие-то мероприятия, у вас 50 человек, нам достаточно 2 колонок. Если мы приезжаем на свадьбу 250 человек, это абсолютно другой звук. То есть для того, чтобы было понимание... Мы не можем то же самое поставить, и у вас не будет ощущения кача, нужна субовая зона. Здесь очень много, ну, скажем так, технических именно требований. Это то, о чем говорил Юрий Владимирович, что, к большому сожалению, очень многие не готовы за это оплатить, потому что все привыкли к тому, что, к большому сожалению, люди привыкли к тому, что выходит человек с микрофоном, с баяном, 2 колонки, и типа все классно. Здесь другая история. Здесь история звука, давления, чего-то нового, новых аранжировок, нового звучания. То есть именно за счет вот этих вот вещей человек начинает чувствовать разницу, думает: о, так, а что это такое? Здесь вот такой момент. Спасибо. Я ответил на вопрос?
Да, спасибо. Ну, от 50, я так понимаю, да? Ну, Смотря плюс- где, как. Плюс-минус, смотря где, куда, да. Опять же, если мы говорим здесь про Казань, например, это мы приедем к вам за эти деньги, например, на одно отделение. Мы можем здесь приезжать на 2 отделения, на 3 отделения. Мы можем вместе с вами делать первые танцы для молодоженов, петь любимую песню для юбиляра. У нас есть отдельно. Кстати, пользуясь случаем, расскажу о том, что придумали. В культуре нашего народа это просто, ну, наверное, уже подкорка у всех. В определенный момент времени в празднике все хотят попеть песни под баян. Ну, вот так у нас заведено в традициях, да. Я, кстати говоря, почему говорю так у нас заведено. Меня зовут Роман, но по бабушке я татарин, то есть я с детства все это видел. Я этим жил в деревне и В каком районе? я сам из Зеленодольска, бабушка его жила там в своем доме, и, ну, скажем так, где-то, наверное, лет до 12-14 мы каждые выходные были в этом, и поэтому я, грубо говоря, с друзьями касался культуры русского языка, а вот где-то там дома уже немножко по-другому, поэтому все это близко. Это я к чему? Мы разработали специальное приложение «Песня под баян». Это вот такое, скажем, пока у нас ноу-хау, ни у кого такого нет. То есть, что это такое? Вот у вас 200 человек, например, на празднике находится, у вас есть в руках телефон. Мы кладем менюшки на стол, на каждый стол. Вы через камеру, через QR-код можете попасть к нам в приложение, скачивать ничего не надо. Где у нас порядка уже там 40 песен, ну, все, что вот играется под баян, с словами. То есть, даже если вы, как бабушка, например, забыли песню, вы можете в режиме реального времени, это как татарское караоке, вот здесь у вас сейчас есть все слова этих песен, и вот мы устраиваем такие коллаборации. То есть тема очень интересная. Первый раз мы ее тестили там на сольном концерте с Тугановым. И было очень приятно наблюдать. Да, мы там были, мы пели. Ну, то есть тогда Они тогда уже узнаете, знают. о чем я. Да, Второй и вопрос, второй Эльвира. вопрос. Название, я так понимаю, Мингазов от Ильяса Мингазова, да? Придумали. Ну, и фамилия Да. Мингазов. Ну, все верно. Да, но если так случится, да, не дай бог, если он уйдет, решит там сольной карьерой заняться, что будет с группой? Вопрос хороший. Но здесь есть два пути. Это юридический патент на имя. И, ну, если мы говорим про какие-то, ну, скажем так, серьезные, да, вещи, был такой прецедент у Макса Фадеева, когда с ним исполнитель расторгал контракт, но все песни, которые он делал, принадлежат ему. То есть он остался ни с чем. Если мы говорим о смене имени, ну, наверное, сейчас как это будет стоять, не знаю, честно говоря. То есть изначально мы просто пошли по пути наименьшего сопротивления, как называть, давай так назовем, просто и поедем, посмотрим, что будет. Сейчас вопрос актуальный. Хотелось бы, наверное, уже создавать некий бренд, вокруг которого мы бы аккумулировали больше, чем этот проект, потому что планы есть большие, есть желание развивать не только, скажем так, этот проект, есть еще очень много мыслей, где мы бы также могли внести какой-то маленький вклад там, в историю татарской музыки. Вот. Юрий Владимирович. Хотел добавить как раз-таки по поводу авторских вещей, собственно, поэтому и мы будем сейчас большой акцент делать на авторском творчестве, на сольном, поскольку как бы Ильяс все равно мечтает о сольном творчестве, вот, и я думаю, что все будет очень гармонично сочетаться в данном случае. Да, Ильяс? Алла мерса. Вот, а по поводу национальности, мы тут все, с Романом у нас схожая история, тоже или процент татар малый, так что все хорошо. Вот, мы хорошо понимаем татарскую культуру. Вот, ну, собственно, 20 лет на татарской эстраде. Ну, Да, мы вас знаем. Ну, это приятно. Рахмат. А на Евровидении вы когда собираетесь ехать? Не знаю, ребят, честно, это вот, ну, как какое-то такое большое желание показать людям нас, татар, нашу культуру. Но опять же, вот это, наверное, какое-то желание, идущее изнутри, потому что трогая песни там Фархи, Шакирова, там Архимкулова, там есть что-то, что нельзя тебе передать, перевести на другой язык, как-то отстраниться. То есть хочется показать культуру, самобытность народа вот на таком уровне, чтобы все татары мира, грубо говоря, посмотрели, возгордились, сказали, блин, ребята, круто. Спасибо, Какую что вы это песню вы делаете. хотите? Какую Вы песню? придумали? Я бы, честно, очень хотел, чтобы мы показали там что-то из репертуара Фархи. Может быть, это вот кавер на то, что мы делали, Альдермышка, либо это была бы лирика, Упкаля, Снайда, Упкаля. Мы обязательно поделимся этой работой, я считаю, сделали шедевр. Вот. То, что с песней, которые здесь у всех. Потому что вот
опять же, там ребята больше находятся во взаимодействии с аудиторией, с гостями, приезжая с мероприятий. Вот Денис тоже говорит о том, а что больше откликается. И все равно, что бы сейчас не упускалось, вот есть что-то, что понятно и бабушке, которая росла на этом, и там 18-летней девочке, которая говорит, знаю, все прикольно. Вот с таким материалом хотелось бы туда попасть и представлять Татарстан. Большое спасибо. На этом мы, наверное, уже завершаем нашу пресс-конференцию. Вам больших творческих успехов. Очень Спасибо. надеемся, скорее, в ближайшее время увидеть вас действительно и возгордиться и на больших сценах, и на Евровидении и так далее. А вам всем хорошего, удачного дня. Всем Спасибо до свидания, большое. Всего доброго. Хлопать нельзя здесь. Даже по привычке.